Юсуф последний год работает таксистом в столице республики. Со слов водителя, в день чистый доход от работы составляет в размере 2000–3000 рублей, уже с учетом 12% налогового сбора. Главной причиной увеличения цен на такси, как он утверждает, является подорожание запчастей и услуг для поддержания автомобиля в надлежащем состоянии. Потому что все подорожает. Вот я скажу, за один машина ходовой или что-то ремонтировать будете 50 тысяч сейчас идет. Ну, за день расход больше. Например, покушать, по квартире оплата дать. Ну, такой расход побольше. Поэтому у нас тоже не очень чуть-чуть устраивает. Индрайвер тоже берут 1000 рублей за день почти. За такого этого работать будете. Поэтому чуть-чуть подорожали. Цена на такси может увеличиваться за день по нескольким причинам, а именно от состояния на дорогах и погодных условиях. К примеру, в час пик или во время дождя спрос на такси увеличивается, из-за чего цена заказа превышает среднюю стоимость на 100–150 рублей. Как оказалось, большинство граждан, не имеющих своего автомобиля, в основном предпочитают передвигаться пешком или на общественном транспорте, так как они уверены, что цены на такси неоправданно высокие. Я недавно ехала, мне было проехать примерно километр, и я заплатила за 200 рублей, что считаю очень дорого для нашего города. Работаю я напротив 17-й школы, няней. И еду я, получается, вот до сюда, я вот из дома выходила. И за сколько? За рублей, за 200. Мне кажется, это сильно высокая цена за такой маленький промежуток. По центру, например, 200 рублей. Это самое минимальное. Как отмечает Министерство транспорта, для того, чтобы работать в такси, гражданам необходимо получить лицензию. Но в ведомстве также подчеркнули, что министерство не занимается установкой цен на такси. Мы предоставляем государственную услугу по выдаче разрешений на легковое такси. Отмечу, что только на Республике Саха-Якутия. Также ведем контрольно-надзорную деятельность в сфере легкового такси. Значит, по нашим данным, на сегодняшний день получили около 600 предпринимателей юридических лиц разрешения, то есть мы выдаем только сугубо ИП и юрлицам, да, это субъекты малого и среднего предпринимательства, а также действующих разрешений порядка 1400 разрешений, то есть 1400 машин. В Якутске около 800 разрешений. Услуги такси уже давно укрепились в жизни обычного человека, но из-за увеличения цен некоторые отказались от данного вида передвижения. Стоит отметить, что было пройдено первое чтение федерального закона о регулировании работы интернет-агрегаторов. А на увеличение цен на данный момент повлияли внешние факторы. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск.